В эфире «Тот самый вкус», и я ведущий Михаил Гасинегер. Я вспомнил, что в мое время 19 мая, то есть завтра, всегда отмечался День пионерии. Есть готов, всегда готов. Ну тогда иди, готовь. Вот так шутили в нашем пионерском лагере. И был праздничный пионерский ужин перед тем, как зажигался большой прощальный костер. И на ужин всегда подавали картошечку по-пионерски. А эта картошечка с мясом. Для начала давайте-ка мы его порежем. Вы знаете, пионерское детство было, наверное, одинаковым для многих-многих людей моего поколения. Летом это прежде всего пионерские лагеря. Мясо мы режем меленько. И сейчас немножечко его отобьем. Ну что ж, мясо мы отбили. И сейчас отбитое мясо меленько нарезаем. Да я тоже сперва ездил туда пионером, потом стал ездить вожатым, а потом плавруком. Ну что вы, плаврук — это было очень, я бы сказал, такое привилегированное положение в лагере. Походы, спартакиады. А самое главное, под моим ведением находилось купание. Утром мы с нашим доктором измеряли температуру воды, и если доктор давал добро, все, купание. В лагере праздник. А как было купание? У меня на груди свисток. Считаю, 1, 2, 3, 4, 5. Фрррр, в воду 15 минут. Фрррр, из воды. Самое главное, чтобы сколько ребятишек в воду зашло, столько и вышло. И вот однажды, последний день лагерной смены. Купание. Я купаю 3-й отряд. Фрррр, в воду. Фрррр, из воды через 15 минут. Перед тем, как запустить всех ребят в воду, их было 14. Вышли, считаю, 13. Нет одного пацана. Ну, самого шкодника. До сих пор помню, что его звали Васькой. Мы его ищем, ныряем, свистим, кричим. Облазили весь берег, нету. Прибежал начальник лагеря. Положение, прямо скажем, аховое. Ребенок пропал. И вдруг слышим из-под кустов, которые нависали над речкой: «Я здесь, я пошутил». А он, оказывается, поднырнул и смотрел на весь этот переполох. Я, честно говоря, не выдержал и подзатыльник ему врезал. Ну, а потом был прощальный костер, праздничный ужин. И вот так и закончилась лагерная смена, которую я запомнил надолго-надолго. А потом, когда все это приготовится, надо сверху будет все покрыть пластиками помидорчиков. Именно такой вот был ужин у нас на прощание в пионерском лагере. И для пикантности, конечно, чесночок. Трёмс. Да, забыл сказать, ведь не простой сыр-то, а сыр Гоуда, сычужный. Великоленская молочная классика. Все это закроем крышечкой и подождем. Какой же пионерский лагерь и праздничный ужин для ребятишек без десерта? Это очень сложный рецепт. Берется сметана, великоленская, молочная классика. Берется домашнее варенье или просто какой-нибудь сиропчик. Замечательный праздничный десерт. Сметана с замечательным вкусным вишневым домашним вареницем. Вот он, тот самый вкус. Вкус пионерского детства. Партнеры проекта «Краснокамский мясокомбинат», молочная классика от Великоленского, агродеревня Степаново Городище.